Всем привет, вы смотрите Братьян 7, и я Дугерман, и прямо сейчас вы увидите влог. Правда, сейчас этот фрагмент я уже снимаю после того, что вы сейчас увидите, поэтому считайте, что это небольшой такой дисклеймер. И прежде чем перейдем к просмотру, я бы хотел кое-что важно сказать и кое-что важно отметить. В видео вы увидите моменты, вернее, они постоянно везде и всегда, где мы, собственно, не носим маски, не соблюдаем социальное дистанцирование, да, там люди будут ходить вместе рядышком, но это все потому, что здесь, в Крыму, уже сняты эти самые ограничения, да, вот в большей степени, чем, например, в нашей республике, в Туве, в Кызыле, собственно, поэтому, пожалуйста, продолжайте соблюдать самодистанцию, да, носите маски, там, мойте руки и так далее, в общем, вы знаете эту песню, поэтому это все, что я хотел с вами сказать, вам сказать. Приятного просмотра! Надеюсь, вам все понравится. И обязательно ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. И делитесь этим видео. И комментируйте. Очень много. Я еще не раз вам буду об этом упоминать, напоминать. Вот. Ну, собственно, это все. Погнали! Мы находимся в городе Ялта, но если быть точным, то мы находимся подальше от Ялты, да, самой. Как это место называется? Это место называется Кориз. Вот, надеюсь, вы слышали и запомнили. У нас сегодня будет экскурсия. Будем смотреть достопримечательности местные. Наконец-таки вышли из работы. Смотрим на этот желтый автобус. Машем ручкой там всем. Интересно, кто-нибудь ответит, нет? Понятно. Зато помахали те, которые поднимались вот по... Как называется? По канатной дороге. Сегодня мой словарный запас самый минимальный. Ждем пока... Поверни, поможешь. Да? О, привет. Вот. Если что, это чисто рандомные люди. Так, мы с вами тронулись от нижней станции канатной дороги. Наш путь составит примерно час 20, час 15. Мое время за рулем 40 минут, остальное время это ваши прогулки. В нашей канатной дороге 3 станции, 2 стоевых опоры. Значит, нижняя, средняя и верхняя станция. Значит, от нижней до средней станции идут 2 стоевых опоры, которые держат троса, чтобы вагончики не цеплялись ни за землю, ни за жилые строения. А уже от средней станции до верхней станции расстояние в 1600 метров, троса висят просто над землей. Является самым длинным расстоянием без стоевых опор в Европе. Тем самым канатка занесена в книгу рекордов Гиннесса. Вообще изначально была построена в военных целях, потому как на вершине горы находятся 3 военные базы, чтобы можно было быстро доставить продукты питания, воду, медикаменты военных. Для этого и была построена канаточка. Часто она стала с 2004 года, с тех пор ее обслуживает компания Start Invest. Они ее сдали в аренду на 20 лет. А вообще сдали ее в эксплуатацию в 1987 году и строили долгих 20 лет. Шок. 20 лет. Да, потому как местами пришлось сдвигать горный массив, чтобы вагончики не цеплялись ни за скалы, ни за жилые строения. Здорово. В 2013 году, 16 августа, на средней станции канатной дороги заклинил подшипник. 2 вагончика зависли. Один 67 метров от земли, второй 120. Эвакуация длилась 12 часов. Изначально МЧСников на вертолете спустили в вагончик, а уже с вагончика людей спускали вниз на землю тросами. Последних 2 человек из верхнего вагончика вообще пришлось спускать на носилках, потому как ребята с собой набрали очень много вина и чачи, уже были просто не в состоянии сидеть, скажем так, просто перебрали успокоительно. Всех встречал директор канатной дороги, всем вручал абонемент на 5 лет бесплатного посещения канатки. Такой черный юмор с его стороны был. Ну и в 10-кратном размере выплатил билеты. Жесть. Вообще вагончики поднимаются от 35 до 40 человек, стоячие места. Подъемка без спуска занимает в районе 15 минут, потому как сама канатка, она маленького типа. Мы же сейчас с вами поднимаемся на трассу Ялта-Севастополь, доезжаем до Ялты, и уже из Ялты начинается наш серпантин, подъем на гору Айпетит. Вон она, та гора, да, вот она, ребята. Там и будем подниматься. Хочу познакомить вас с нашим другом-товарищем, мистер Улыбака. Ну или как я его называла, Самбис или Самбусио. Как вас зовут? Меня зовут Марсель, Денис, Динар, Марсель, Денис, Марсель, Вот классное имя. Динар. Денис. Интересный факт, самая дорогая валюта в мире это кувейтский динар. Денис. Она составляет примерно $3,5. $3,5? А разве не фунт? Нет. Прикольно.
Время местное сейчас сколько? У меня не показывает, сколько там местное время. 14:59. 14:59. Мы очень долго искали место, куда мы можем, короче, сюда прийти, приехать сюда на автобусе. Ну мы еще с пересадкой с автобусом поехали. А потом мы поняли, что мы могли бы делать вообще, то есть, вернее, вообще не могли бы делать эту пересадку. Ну ничего страшного. Вот открывается наш этот вид, чисто на долю секунды, и все. Едем, короче, дальше. А едем мы сколько минут еще раз, как вы сказали? Час 15, час 20 полная экскурсия занимает. 40 минут это мое время за рулем. Все, понял. Вон там он классный отель впереди. А это классный вид. Вид еще на море. Ну, у нас будет еще круче виды. Очень страшно разворачиваться, поворачиваться. Динар уже вовсю фотоет, снимает сторисы на свой инстаграм. Кстати, подписывайтесь на Динара. Так, отсюда мы видим две стоевые опоры. Вот одна, вон выше вторая находится. Вот выше второй же находится средняя станция канатной дороги. И вон там. Кстати, потихонечку поднимаемся, я замечаю, как у меня начинают закладывать уши слегка так. А еще я надеюсь, что меня нормально будет слышно, потому что я вроде как зажал микрофон на какое-то время. Ну да ладно, становится очень хорошо и прохладно. Дороги, кстати, здесь везде такие. Они такие как бы зигзагообразные, поэтому заблудиться здесь довольно-таки легко. Как я раньше и говорил, я работаю в Ялте интурист, работаю я спасателем. И наконец-таки у нас выпал выходной. По совместительству уборщик. По совместительству, да, еще уборщик, фельдшер временами. Кто там еще? Ну, в основном мы уборщики. Еще мы грузчики. Вот, от слова грусть. В правую сторону мы подъезжаем в поселок Самота, за место которого раньше было табачное поле. Посредине табачного поля росла одна единственная шикарная пышная сосна. Именно под этой сосной Буратино закапывал свои монетки. Это то самое поле чудес. Тут не хватает заставочки. Чем выше поднимаемся, тем становится красивее везде, все вокруг. А еще мне нравится, когда мы набираем скорость, потому что набрать скорость здесь очень довольно-таки сложно. Что это? Мы проезжаем Кариес. Звучит как Кариес. Пишите в комментариях, на что похоже то облачко. Блин, я реально надеюсь, что меня очень хорошо слышно, что если меня не слышно, это будет очень большой фейл. Придется добавить субтитры. А еще здесь есть такие обманные тучки. Вот видите, вот там вот далеко, вот где вот сами горы, блин, не видно. Но вот, короче, вон там вот есть такие вот тучки. И эти точки всегда похожи на дождевые тучки. Но дождь очень редко доходит до берега, поэтому мы каждый раз спасатели особенно думаем, что сейчас вот-вот наступит дождик, сейчас закроют аквапарк, и все будет ништяк, и мы сможем отдохнуть, но нет, эти тучки там застревают и не выходят. Козлики. О чем еще можно рассказать, товарищ? Ну поподробнее о том, где и как мы живем. Мы живем, значит, в общежитии, но общежитие находится в 30 минутах от интуриста, то есть от этого отеля. Поэтому на каждый раз приходится вставать за час или даже за полтора часа до начала работы для того, чтобы выйти на работу. И опять же, нам приходится где-то целый час еще ждать для того, чтобы уехать обратно. Какое-то время, в общем, мы начинаем работать с 8 часов официально, да, и 8 часов заканчиваем. Но наш автобус, он уезжает с 6:10, там с остановочки, и нам приходится как вставать где-то, в 5:30, 5:40 каждый день. Ну, здесь мы хоть 2 на 2 работаем, иногда приходится каждый день так вставать, собираться, садиться, и ехать 30 минут, потом приезжать и тупо целый час пилить, сидеть, ждать, пока начнется твоя рабочая смена. Слава богу, нас там всех кормят, завтрак, обед и ужин. Вот, и также потом после 8 мы уезжаем на автобус 8:30 и приезжаем где-то 9:30. Ну и считайте, получается, что в 10 часов мы уже заканчиваем. Расскажем про первое впечатление от Ялты. Самое, наверное, классное и самое первое, что можно было посетить здесь, это пляж. Самый прикольный пляж, как мне кажется, это Массандровский пляж. Я же правильно, да, сказал? Он такой, более такой красивенький, мажористый такой прям красочный. Но для того, чтобы... В общем, если вы хотите профукать все свои деньги и вкусненько поесть, то приезжайте на Массандровский пляж. Ну, там цены, правда, очень-очень такие там хорошенькие. Но есть и, конечно, бюджетные, как для нас, студентов, версии. Вот, пока вы посмотрите вот на вид с окна. Надеюсь, мой телефон просто не упадет туда. В правую сторону у нас Ялтинская смотровая площадка. Вот. Когда-нибудь мы здесь фоткаемся, но не сегодня, не сейчас. Вот, смотрите, красота! Красота! Не могу точно сказать, какой высоты эта гора, но если сравнивать, например, с горами, которые у нас в Туве, то кажется, ну, по крайней мере, эта гора намного выше, чем, например, Кербис или Туве. О, кстати, вот каждый раз вот боюсь от того, что какая-то машина может вот так вот вылезти резко.
Тут дороги очень узкие, очень резкие. Мест совсем не хватает. И машина туда-сюда ездит. Но, несмотря на это, я пока еще не видел ни одной аварии. Мне кажется, здешние водители, они уже просто мастера. Группа наша как называется? Арма... Никто не помнит. Альвар... Как наша группа называется, да? Арма Витер. Юльбер наша группа называется. Я был близок. Так, стояночка у нас здесь будет 15 минут. Ребят, выходим, прямо 200 метров, убираемся в водопад. Все. А, кстати, вот наши девочки, я как-то нормально их всех вам не представил. Ну ничего, переживут. Как-нибудь по умолчанию все представимся. Итак, заходим в магазинчик и куча здесь всего. Сразу же наблюдаем, смотрим, видим, впитываем, анализируем и понимаем, что это нам все не по карману, да? Нет. Интересно. Давайте, потому что у нас уже есть минус ботл. Водичку мы уже лишились. Так, вот, нас всего 5 человек. Вот, 3 девочки и мальчик. И я тоже мальчик. Ну, только вы не знали. А, кстати, давайте пока познакомите, пока у нас есть возможность. Представьтесь. Меня зовут Алсу, мне 19, я из Казани, и я не с вашего отряда, я просто здесь. Да, короче, эта девочка вообще просто с нами. Вот. Просто. Ну, то есть, да, она из не РССО. Вот, просто подруга, да, вот они подружки вместе. В общем, это очень классно, что она с нами, да? Да, очень классно. Дай пятюню. В общем, ладно, ребят, у нас не так уж много времени, поэтому надо быстренько посмотреть. Смотрите, какой красавчик, да. Да, так Новый год, да, приезжай. И зимой приезжай. И зимой приедем. Приезжай. Все, меня ждут, меня запомнили. Как это мило, да, когда тебя запомнили. Чан. Короче, знатоки, если вы сможете, загуглите, я не знаю, что это значит. Я знаю, что су значит. Что это значит? Кстати, на Тувинском сухо у нас вода, прикольно. Ой, красиво. Ничего страшного. Так, пока мы идем, давайте познакомимся со следующей красавицей. Как вас зовут? Карина. Вы у нас откуда? Башкирия отсюда. С Башкирии откуда? Откуда? Интересно. Ладно, все. В общем, эти все товарищи, кстати, у нас из Уфы. Блин, подожди, ты кому сейчас снимаешь? Это я снимаю. В общем, эту аудиторию... Для друга. Да, для друга. А аудитория этого друга читает только из Тувы. Вау. Так что тебя увидят люди, которых ты никогда в жизни не встретишь, и которые не встретят тебя. Так, ну-ка встань-ка камешки, чтобы посмотреть размеры. Вот она стоит. И вот такой вот камушек. А еще зацените классную тему. Мусор. Надо зажать на Shift и ускорить мои черные. Смотрите на мой загар, это жесть вообще. Капец. Футболочки, да. Я уже успел купить одну Где ты купил? ялтовскую футболку. Я в центре купил Ялты, где вот около площади Ленина. Сколько? Не вспомню, где-то за 300 или 400 рублей. Всего лишь. Да. Вот там я с мужиком разболтался, и он прям такой добренький оказался, и, короче, прям очень цену сильно опустил. О, мед. А тут есть квас разливной? О, да. Вот девушка хочет квас. Отлично, только кваса нет. Блин, обидно. Хочу квас. Вот, кажется, мы доходим до того места, где вот... Да. А эта часть закрыта. Да, мотивирует туда сбегать. А тут, походу, поджигают. Видите, тут факел стоит. Все понятно. Вот почему он говорил, что сейчас это нас не удивит. Потому что ничего пока не протекает. Все сухо. Это как, знаете, это как первая неделя фертильных дней. Это была очень пошлая шутка, но ничего страшного. Я могу себе это позволить. Что ты сказал? Да. Начинается селфи-тайм. Ничего, а ты видео. Кстати, я тоже могу уже снимать видео и щелкать. Идем там? Сейчас мы фокус еще наладим. Не знаю, куда Вон там уже произошел обвал. Наверху я вижу кое-что. Что там охраняет? В этом домике кто-то живет у него? Прикольно. Да. Это можно превьюшку поставить. Так, ну все, я посмотрел, в принципе. Миссия выполнена. А кваса же нет. Итак, девушка, вот вам вопрос. Что можно взять с собой из сувениров для своих друзей? Ну, что-то такое, не такое банальное. Вино вези крымское. Вино вези крымское, нормально. На Да, если только не на самолете. А если на поезде, то ты рискуешь просто все выпить по дороге. Динар там ведет переговоры. Главное, чтобы он там не... Динар, что это так? Я что-то снял, кажется, да? Ладно, посижу-ка я пока вон на этом камушке. Я вижу, что этот камушек ждет меня. Специально такой стоит, такой: эй, Дугер, братан, давай, заходи, залезай. Прикольный камушек. Все, я на него сажусь. Рядом мусорка. Тоже со мной здоровается. Вон там ребята сидят. Кстати, ребят, у нас осталось 2 минуты. Ребята! 1 минута осталась.
Уже полминуты. Давайте двигаться к автобусу, он нас ждет. А то будет не прикольно, если он уедет без нас. Итак, я рассказывал, для чего Динар купил эту штуку. Динар играет в игру со своими отрядовцами, которая называется... Ну, для него это называется Санта, да? Тайный Санта. Для нас называется Тайный Друг. Ну, вот это, собственно, одна и та же игра. Если кто не знает, суть этой игры заключается вот в чем. То есть собирается некое количество человек, они берут и разыгрывают между собой подарки. Но каким образом? То есть каждому из вас попадается какой-то рандомный человек с его компании, да? Обычно там берут бумажечки, на которые пишут имена, потом незаметно или как-нибудь тайно раздают всем, так, чтобы они не спалились, и все. Вам достается какое-то имя этого друга, и ваша задача в течение какого-то определенного времени делать ему тайные подарки. Можете вы это делать через кого-то или сами, так, главное, чтобы этот человек не узнал. Вот, соответственно, вы дарите кому-то, и кто-то дарит вам. А потом в какой-то определенный момент, в конце, вы собираетесь все вместе, готовите свои самые большие подарки, да, и потом уже раскрываетесь. Если кто-то угадывает, то он типа молодец, если не угадывает, то потом его ждет довольно-таки приятный и, может быть, даже неожиданный сюрприз. Вот в чем суть этой игры Тайного Друга. Да на ручки попади, это Ну все, ребят, в общем, мы садимся... А где он? Он уехал? Ребята, где он?